После того, как соперники вытеснили Улу Мухаммеда из столицы, ему фактически не осталось места на ордынской территории. Сараем теперь правил Кучук Мухаммед, а Крымом Сеид Ахмед II. Потому хан укрылся от неприятелей в русских владениях. Он расположился в городе Белеве, ныне в Тульской области России. Великий князь московский Василий II принял его в своих землях. Русский правитель был должником хана, поскольку за 14 лет до того Улу Мухаммед, еще будучи ханом всей Орды, поддержал Василия в его длительном споре и суде с родичами за московский престол. Однако весьма скоро Василию II пришлось убедиться, что укрывательство изгнанного хана грозит Москве неприятностями со стороны нового правителя Орды, хана Кучук Мухаммеда. Ведь каждый из обоих Мухаммедов, и большой в Белеве, и малый в Сарае, провозглашал себя единственным законным ханом Золотой Орды и требовал от Москвы, чтобы та признавала только его власть. В итоге, чтобы не раздражать Кучук Мухаммеда, Василий попытался изгнать Улу Мухаммеда и его соратников за пределы своих границ. Но это ему не удалось. Улу Мухаммед сумел отбить русские войска. Обвиняя Василия в вероломстве, Улу Мухаммед с той поры превратился из беженца в завоевателя. Он стал захватывать русские территории. Хан овладел Нижним Новгородом, Муромом и осаждал саму Москву. Василий пытался обороняться, но потерпел очередное поражение и даже сам попал в плен, получив свободу лишь в обмен на обещание уплатить выкуп и дать в своих землях владения ханским сыновьям. Улу Мухаммед подчинил своей власти бывший булгарский улус Орды и устроил себе резиденцию в старинной булгарской крепости Казань. В скором времени Казань разрослась в многолюдный столичный город. По сути, в эти годы Улу Мухаммедом на северных окраинах Орды, на территории, большая часть которой прежде входила в булгарский улус, было создано отдельное государство, будущее Казанское ханство. И хотя Мухаммед не ставил цели основать независимую державу и до конца жизни считал себя повелителем единой Золотой Орды, его наследники правили уже в новых государственных образованиях. Махмуд, старший сын Улу Мухаммеда, стал казанским ханом, а Касим, получивший по договору Мухаммеда с Василием земли Мещеры, стал основателем и первым правителем Касимовского юрта.